В августе 1944 года рабочая крестьянская Красная Армия наконец-то выбила германских оккупантов из территории СССР. Тогда же Малым Хуралом была принята декларация о вхождении Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. После двухмесячных консультаций и переговоров было принято ожидаемое решение. 11 октября 1944 года прошлого столетия Президиум Верховного Совета СССР принял указ о принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. А через 2 дня ТНР вошла в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на правах автономной области. Центральный комитет Тувинской Народной революционной партии и правительство Тувинской Народной Республики, начиная с 1934 года, неоднократно поднимали вопрос о вхождении Тувы в состав Советского Союза, о чем свидетельствуют архивные документы. С 1944 по 1991 год Тува развивалась в составе советского государства. Систему власти в ней привели в соответствии с конституциями СССР и РСФСР. В 1944 и 1946 годах Совнарком Советского Союза принял 2 постановления, которые серьезно продвинули Туву в социально-экономическом плане. Вхождение Тувы в состав Советского Союза дал большой толчок к развитию здравоохранения, развитию образования, а также индустриализации Тувы во многих областях народного хозяйства. В 1961 году Тувинская автономная область была преобразована в Тувинскую АССР. В 90-е годы в Туве, как и по всей стране, началось реформирование многих сторон жизни общества. Поднимались проблемы возрождения языка, духовности, национальных праздников, обычаев и обрядов. Сегодня республика считает себя неотъемлемой частью великой страны. Тува в 40-е годы уже выбрала свой путь и будет идти по ней до конца. Пожалуй, это были самые длинные переговоры о принятии одной страны в состав другой. Самое первое упоминание о жаловании русского подданства тогдашнему руководителю Тувы Алтынхану Шалою датировано аж 1617 годом. Более 3 веков назад. Сайгын Бирюк, Буян Мангуш, Кюзел Царьсерен, Тува 24.